Haqiqiy sanat edebiyen yaşamakta. Nağış denilgen dekoratif ameli sanatının çeşidi bunu ispat ete. Asırlar terenliginden geçken bu el işi bugünkü günümüzgece narinlerden narin gibi kala. Nağış Kırım Tatarlarının yüreği, milli hazinesi, variyeti, özünün sırlı obrazında halkımızın tarihini saklay. Miras programması bu yayında Nağış dünyasına dalıp, onun yanı bir texnikası hakkında hikaye edecek. Для меня вышивание – это умиротворение какое-то, успокоение, отвлечение от каких-то проблем. Вот, и я когда вышиваю, я просто отключаюсь от всего, что происходит вокруг меня. Как психотерапия, я бы даже сказала. Nağış, halkımızın en dülber dekoratif ameli sanatının çeşididir. Sürgünlük vakitleri onun zenginliği joyudu. Ama bugünde canvanuf yolunda buluna. İşinin ustaları bildirir ki, Kırım örnekleri ve nağışı hakkında en terin geçken asırda etnograf Polina Chepurina tetkik etti. Aynı şu etnograf nağışının esas ve koşma texnikalarını öğrenip, illüstrasyon şekilde kıkış çeşitlerini gösterir ve onların bütün usullarını tarif etti. Çeşit malumatlarga göre Kırım Tatarlarda 50'den ziyade nağışlaf texnikası olgan. En esas Tatar işlemesi, hesap işlemesi, telli işlemi, mıklama, hukmi, kasnak, pulu işlemi, incilerinin ve kıymetli taşlarının işlemi gibi texnikalar belgileniyor. Ya bu canlangan texnikalarından en sık kaysı birisi rast keleyken? На сегодняшний день в основном распространение получила маклаба. Вроде как полегче. Вообще-то само по себе это вышивка дорогая, будем говорить. Ну, во-первых, нужно специальный киргеф, во-вторых, специальные нити. Некоторые думают, это люрекс, это не люрекс. Люрекс рвется, это неподходящая нить даже для обучения. Понимаете, ее получить очень сложно, то есть купить здесь невозможно. Привозят с Турции, с Пакистана и так далее. То есть это, в принципе, сложность в этом. Milli nağış teren öğrenilse de bazı vakitleri problemler de çıkar. Есть, которые, так сказать, научились чуть-чуть и считают, что они уже все, мастера. Вот. Не утончают свою работу, не исследуют или не знают историю этого узора, начинают фантазировать и ближе переходят к славянскому. К славянскому где-то они перекликаются, вот где цветы там и так далее. Вот. А человек не понимает, что один поворот, будем говорить, ингрида, вот, который есть узор, он уже другое означает. Это женское начало, это то, что идет, продолжается круг действия жизни. Şimdiki vakitte mıklama ve bukme en sık rast gele desek yanlış olmaz. Ustalarının ilk işleri de şu техникаларда yapılmakta. Мне было предложено несколько вариантов эскизов, которые можно было вышить. Но мне всегда хочется чего-то большего, сложнее. И я выбрала самый сложный. Возможно, я тогда еще не понимала, насколько это сложно. Но мне хотелось доказать себе, что я могу, что я сделаю. И я выбрала этот орнамент. На эту работу у меня ушел месяц. Интенсивной работы.
То есть я каждый вечер, ну, часов по 5-6 я вышивала. Вот именно садилась и вышивала. У меня было дикое желание закончить работу эту, увидеть результат, собрать. Много раз мне предлагали ее продать, но это нет. Это частичка моей души. Я вышивала это именно для себя. Иншаллах, передам из поколения в поколение. Я каснақ насыл бір нағыштыр. Каснақ, яғни ilmekке нағыш, бедеи тікішнің қадими чешіті сайылмақта. Бұл бір тарафлама нағыш, оның yüz ve теріс тарафлары фарқлана. Каснақ шарқ дүниясында кен тарқалған. Дамаск ve Багдадда шу техникада нағышланған кілемлер бұл күнде біле популярдыр. Қырымда есе оны масал үрдісі, панно ve daha bir sıra şeylerde rast getirmek mümkün еді. Можно использовать при оформлении одежды, у нас присутствует. Есть такая даже техника филигрань при вышивке. Это когда хаснахом укладывается. Можно и жгутом, и хаснахом. Очень нежно получается, вот именно как филигранные ювелирные изделия. Вот такая работа получается. Только это вышивка. Очень красиво. Каснақ төгерек кергефте yapıла. Ona тартылып кечірілсе, davulны андыра. Davulға француз тілінде тамбур дейлер. Шунun için ona da тамбурный шов дейлер. Каснақ ине яда ченгелнен тікіле. Ченгел пейда болмаздан evvel оны kenarı bükülген иненен yapқанлар. Обычный хаснах, он как петелька идет, вот как цепочка, одна за другим. А когда двойной хаснах, проколы делаются в других местах. То есть не как стандартная вот цепочка одна за другим, а немножечко техника меняется, но это тот же хаснах. Meraklı ki işinin dülberligi ve özgünligi iplerinin kolemine bağlıdır. Максимально это зависит от самой нити, какой нитью мы вышиваем. Если это металлизированная нить, то можно и двумя нитями, можно и 7 использовать. Если это что-то более потолще нить, то можем также одной получить тот же объем, что мы получаем металлизированной нитью в 7 слоев. То есть все зависит от того, какую еще мы нить выбираем. Максимально мы можем как определить это в махлама. Мы можем определить максимально 7 нитей. Потому что большее количество нитей махлама, оно будет оставлять просветы в местах крепления. И оно будет не совсем красиво, нить будет ложиться на нить, и оно будет не так ровно, не так аккуратно лежать. А в хаснахе мы на усмотрение самой вышивальщицы. Вот, если она какой-то там объемный, ажурный хочет использовать, и получить результат, то большее количество нитей, либо толще нить сама. 19 asırның sonunda, 20 asırlarının başında Kırım Tatar nağışlarında kasnaq техникасы сирек rast келіп başladı. Ama bütünlüğü unutulmay. Бүгін istedatlı nağış ustalarının yardımıyla kasnaq техникасы canlandırıla ve muvaffakiyetle zimanevi vakıtqa uyğunlaştırıla. Здесь я использую 5 слоев нити, так как цепочка у нас небольшая, и чтобы она получилась более изящная. Вот здесь я выполнила чуть больше петлю, она получилась не такая изящная, чем в этом варианте. Я специально сделала так 2 разных вида, чтобы показать разницу, как оно смотрится в вышивке, размер петли. Эти 2 петли, они выполнены одной и той же нитью в 5 слоев.
Но здесь петелька более крупнее, и она смотрится не так изящно, как здесь, допустим. При формировании петельки мы обязательно всегда подправляем все нити на всех этапах. Вот, допустим, мы делаем прокол, мы обязательно здесь, когда вытягиваем это, мы обязательно всегда подправляем ниточки, чтобы они все были на одной длине. От этого зависит аккуратность вышитого изделия. То есть, чтобы не было одна ниточка торчит, одна натянута, другая нормальная. Вот создаем петлю и иголочкой помогаем себе. Если где-то вышло, мы обязательно так подтягиваем ниточку, потом сюда. Нағышның дилберлігі, оның кувырчықларында сақланған тимсаллері hiçbir вақыт наринлігіні жоймас. Мықлама, букме, татар ишлеме olsun ya da қаснақ olsun. Техника өз günlüğü, milli koloriti ve gizli dünyasından ibarettir. Ve güzellikке kıymet kesken aves oğanlarının gönlünü kuvandıra.